Малайзию посетила делегация из 4 человек во главе с Амером Канатом, председателем исполнительного комитета Всемирного уйгурского конгресса и директором уйгурского правозащитного проекта. 24 февраля председатель парламента Малайзии Джохари Абдул принял уйгурскую делегацию в своем кабинете в здании парламента. На встрече Амер Канат попросил парламент Малайзии принять резолюцию о признании геноцида уйгуров. Амер Канат подчеркнул, что встречи, которые он провел с крупнейшими неправительственными организациями, общественными деятелями и законодателями Малайзии, были успешными, и это был исторический визит. Китайская администрация запретила американское приложение ChatGPT для языковой модели искусственного интеллекта, которое предоставляет услуги технологическим компаниям в стране из-за интерпретации восточно-туркестанских и уйгурских тюрков. Проблема вышла на первый план в Weibo, известной как крупнейшей в стране социальной платформе. Когда ChatGPT рассказал о том, что китайская администрация совершила серьезные нарушения прав человека в отношении уйгурских турок, реакция ведущего на видео встревожила Китай. ChatGPT сообщил, что Восточный Туркестан – это регион, оккупированный Китаем. Воловья повозка, деревянное колесо и костяные коньки возрастом 3500 лет были найдены на археологических раскопках в Нилкинском районе Восточного Туркестана. Археологические остатки были обнаружены в 2015 году, а в 2019 Институт культурного наследия и археологии начал раскопки в этом районе. В результате исследований определили, что это были самые крупные и лучше всего сохранившиеся архитектурные остатки каменных гробниц бронзового века, найденные в степях Восточного Туркестана и Евразии. Там же были найдены коньки, повозки для волов, деревянные колеса и более 40 других предметов, которые датируются 15-16 веками до нашей эры. Согласно новым разведданным, Министерство энергетики США объявило, что случайная утечка из лабораторий в Китае, скорее всего, вызвала пандемию коронавируса. Разведданные в отчете Министерства энергетики указывают на то, что информация поступила из сети национальных лабораторий, некоторые из которых проводят биологические исследования. Министерство представило отчет, содержащий сведения, полученные им в ходе проверок в 2021 году сети из 17 американских лабораторий, включая лаборатории, работающие в области передовой биологии, Белому дому и высокопоставленным законодателям. Всемирный банк объявил, что 2 крупных землетрясения, произошедших в Турции 6 февраля, нанесли прямой физический ущерб примерно на 34 миллиарда 200 миллионов долларов, а затраты на восстановление и реабилитацию, вероятно, превысят эту сумму в 2 или 3 раза.